Доброе утро. В эфире пресс-центр Центральной избирательной комиссии. В студии председатель Центральной избирательной комиссии Республики Алексей Михайлович Ефимов. И мы готовы огласить предварительные результаты выборов на территории республики. Алексей Михайлович, давайте, наверное, начнем с результатов по выборам главы республики. Так, в первую очередь хочется поздравить всех жителей республики с тем, что выборы всех уровней состоялись. Хотя вот раньше бывали тоже случаи, когда по отдельным избирательным кампаниям могли не состояться выборы. Вот я же говорил, что это за последние четверть века самые масштабные выборы. И радует то, что выборы и главы республики, и парламента республики, и главы столицы, а также городской думы, и всего 101 муниципальной избирательной кампании, все состоялись они. Поэтому хочу в первую очередь поблагодарить жителей республики, что они, несмотря на эту холодную, ненастную погоду, пришли в избирательные участки и проголосовали за своих кандидатов. Так, явка по республике по предварительным данным составила 51,1%. То есть больше половины жителей республики проголосовали. Так, данные по явке соотносятся с данными на других выборах республиканского уровня. Но, как я уже до этого говорил, на выборах в парламент Республики Ил-Тюмень в 2013 году явка составила 45%, а на выборах Ил-Дархана в 2014 году явка составила 52%. Но, как вы знаете, на выборах главы республики участвовало 4 кандидата, и среди них убедительную победу одержал Айсен Сергеевич Николаев, исполняющий обязанности главы республики. Он после обработки 98% протоколов набрал 71,9%. Виктор Губарев 11,9%, Владимир Богданов набрал 6,45%, Гаврил Парахин 6%. Поэтому уверенную победу одержал глава республики Айсен Николаев. А вот на выборах соседних 2 крупных регионов Дальнего Востока есть опасность, что состоится второй тур. По Хабаровскому краю это точно, потому что никто из кандидатов не набрал требуемые 50% голосов. И такая же ситуация в Приморском крае. Что касается выборов главы города Якутска. Так, по выборам главы города Якутска, тоже пока обработаны не все протоколы, 87% протоколов обработаны. И по предварительным данным победу одерживает Сардана Авксентьева, которая набрала пока 39,97%. У ближайшего преследователя Александра Сабинова результат 32,03%. Так, что касается выборов в Ил-Тюмень, тут по пропорциональному, если списку взять, то по партийный расклад следующий. Единая Россия набрала 51,29%, КПРФ 19,36%, Справедливая Россия 16,14%, а ЛДПР 9,45%. Так, если интересуют итоги выборов депутатов Якутской городской думы,
то там партийный расклад тоже следующий. Единая Россия 33,81%, КПРФ 22,63%, Справедливая Россия 20,61%, ЛДПР 9,06%, Гражданская платформа 6,16%, Родина 3,26%. Так, ну, выборы в Якутскую городскую думу по одномандатным округам также состоялись. Но если интересно, я могу те округа, по которым результат, то есть протоколы 100% обработаны, могу сказать. Из тех округов, где 15 округов, где обработаны 100% голоса, пока по 5 округам обработаны полностью голоса, и в них победу одержали Алевтина Эверстова, Алексей Осипов, Владислав Дмитриев, Андрей Лебедев и Сергей Черных. Так. И продолжается у нас, получается, подсчет бюллетеней, да, подсчет голосов. И завтра у нас уже будет полная информация и полное подведение итогов. Да, завтра полный расклад мы дадим. Вот здесь же, в этом зале, состоится пресс-конференция. Мы дадим полную информацию, ну и ответим на все ваши вопросы. Я и мои заместители. Хорошо. Так, что касается глав районов, это, если интересует, тоже могу сказать. Как вы знаете, всего выборы 15 глав районов состоялись, и из них по 13 100% обработаны все протоколы, ну и по ним тогда я могу огласить. Так, в Алданском районе Поздняков Северин Николаевич, а на Барском Семенов Иван Иванович одержал победу. В Верхнеколымском районе Яхонтова Анастасия Спартаковна. В Горном Улусе действующий глава района Андреев Никита Викторович. В Кобяйском Улусе Левин Иван Иванович. В Момском районе Павлов Иван Петрович. В Намском Слепцов Юрий Иннокентьевич. В Оленевском тоже действующий глава Иванов Александр Степанович. В Татинском районе тоже действующий глава Соров Михаил Михайлович. В Усть-Алданском районе тоже действующий глава Алексей Федотов. Так, в Усть-Майском Антипин Александр Анатольевич, самовыдвиженец. Так, по Устьянскому району тоже действующий глава Георгий Федоров. И в Эвено-Батантайском улусе Горохов Гаврил Гаврилович, тоже самовыдвиженец. Но пока в 2 районах еще не обработаны полностью протоколы. Это Мирнинский район и Черопчинский район. Ну что ж, Алексей Михайлович, спасибо вам за информацию. И ожидаем вас завтра в 10 часов утра с уже точными результатами итогов выборов. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Еще раз спасибо.